Даже ребенок прекрасно осведомлен, что у Туркменбаши имеется Мерседес ручной сборки повышенной прочности. Взять такую машину способен только советский гранатомет РПГ-7. И согласитесь, что довольно нелогично нанимать высококлассных специалистов, как это сегодня заявил руководитель пресс-службы Сердар Бабаев. Привозить их в Туркменистан, организовывать довольно сложный террористический акт и при этом вручать им легкое стрелковое оружие для этого исполнения. В 2002 год он был очень плодотворным, и нам постоянно поступала информация из Туркменистана о том, что народ практически готов. Готов, чтобы выйти на мирную демонстрацию. Вот на это мы и нацеливали людей. Не какие-то вооруженные перевороты, изменения, как говорят официальный Туркменистан, конституционного строя в стране или покушение на жизнь президента. Между прочим, это был отдельный вопрос. Мы с самого начала задались такой задачей. Никаких покушений, никаких насильственных действий против именно Ниязова, так как его, наоборот, надо сохранить живым, и потом пусть народ его судит за все его деяния, за все то, что он причинил народу, и поэтому вот то, что вот говорят, что покушение на Ниязова, это просто выдумки самого Ниязова. Никакого насильственного переворота мы не собирались делать. Мы призывали народ к мирной демонстрации с требованием отставки Ниязова. Вот это было. И никто не собирался покушаться на жизнь Ниязова. В планы представителей оппозиции, безусловно, не входили такие крайние меры. Речь шла о том, чтобы никто не говорил о том, что Шахмурадов собирается стать президентом, как об этом потом стали говорить и сам Ниязов, и, так сказать, те люди, которые его поддерживали, что якобы представители оппозиции стремились именно к личной власти, чтобы получать дополнительные какие-то материальные блага, все это полная ерунда. Была сформулирована программа о переходном периоде. В течение 1,5 лет должно было действовать временное, так называемое временное правительство, и одновременно должна была проходить подготовка к выборам президента Туркменистана на альтернативной основе с представлением программ всех кандидатов, с обсуждением народным и все, но так, как полагается в нормальном государстве. Это, естественно, ни в коей мере Ниязова не устраивало. Ему нужно было не только обеспечить свое правление, но также этих людей, которые осмелились как-то вот выступить против его власти. Нужно было представить этих людей террористами, отщепенцами, что и, в общем-то, произошло на этом знаменитом 13-м заседании Народного совета 30 декабря 2002 года. В каком состоянии заставляли участников Народного демократического движения Туркменистана, в каком состоянии они признавали свою вину. Это было ясно, но, извините за выражение, как говорится, дураку ясно, что они там или накачаны были, или какие-то психотропные препараты были использованы, и они даже говорили, ну, не своим голосом. Мы являемся преступной группировкой, мафией. Среди нас нет ни одного нормального человека. Все мы ничтожество. И не стыдясь, официальный Туркменистан эти материалы, видеоматериалы привозит в ОБСЕ и показывает. Но тут люди просто над этим посмеялись и считали, что это глупо. Если бы на самом деле все это было бы, почему тогда они не разрешили
независимому докладчику, который определил ОБСЕ, чтобы он на месте разобрался и сделал бы доклад по этим событиям. Ведь не разрешили, потому что боялись истинно раскроется. И поэтому никто конкретно не верит. Это спектакль, это, как говорится, прием диктаторов, чтобы избавиться от оппозиции и инакомыслящих. Те события, которые произошли 25 ноября 2002 года в Ашхабаде, очень подробно освещались зарубежными средствами массовой информации. Причем первое сообщение о так называемом покушении дал и Тартас российский, потом это сообщение было распространено в других средствах массовой информации России и других зарубежных стран. Причем приводились высказывания политиков о том, что это было явно инсценированное покушение, что Ниязов сам организовал его. Этому было много свидетельств, приводились данные о том, что вопреки обычному распорядку движения президентского кортежа, когда Ниязов ехал вслед за машинами сопровождения и машиной начальника охраны, он ехал где-то в середине колонны. В этот раз оказалось, что почему-то машина Ниязова была во главе этой колонны, причем подвергался также сомнению сам факт нахождения Ниязова в этом автомобиле, что это там ехал кто-то другой. В общем, это была масса всяких предположений, даже демонстрировались даже рассуждения некоторых знатоков о том, что этого вообще не могло быть, рисовались схемы, кто ехал, где ехал, как, куда выехал какой-то грузовик. И, в общем, все это, вся вообще вот это, все сведения о том, что акцию по физическому уничтожению Ниязова спланировала и осуществила туркменская оппозиция, представители туркменской оппозиции, все это подвергалось, естественно, очень большому сомнению. Тем не менее, как вы знаете, Ниязов сам объявил о том, что кто на него нападал, кто является основными зачинщиками всего этого мероприятия, что его хотели физически устранить, но вот он остался цел и невредим. Более того, он и не заметил, что там произошла какая-то перестрелка. В общем, все эти путанные высказывания самого Ниязова потом нашли подтверждение в той версии, которую озвучила генеральный прокурор Атаджанова, и по существу во всей этой так называемой официальной версии событий 25 ноября не было ни слова правды и ни слова подтвержденного на самом деле какими-то, так сказать, конкретными фактами. Ну и сами суды, естественно, не имели никакого законного основания, тем более, что они проводились настолько спешно, что вот, например, после того, как были задержаны первые так называемые участники покушения, всех этих людей арестовывали, они находились в это время у себя дома, причем, так сказать, занимались своими обычными повседневными делами и не собирались никуда и ни от кого прятаться, потому что я так думаю, что если бы они действительно были в этом замешаны, уж по крайней мере, наверное, они нашли бы возможность каким-то образом избежать ареста, где-то укрыться, возможно, выехать из Туркменистана. Ну, в общем, это все, короче говоря, шито белыми нитками. Мы готовы судиться и доказать нашу невиновность, но не перед туркменским судом. А в международном суде готовы доказать, что мы не виноваты, никакого государственного переворота и попытки на покушение Ниязова не было и не собирались этого делать. Было объявлено, что Верховный суд Туркменистана приговорил основных обвиняемых к высшей мере наказания – 25 годам тюремного заключения. Однако Ниязову этого показалось мало. Было созвано заседание Народного совета Халк Маслахаты, на котором
этот приговор был изменен. Обвиняемые были признаны изменниками Родины, и делегаты Народного Совета единогласно проголосовали за изменение приговора и вынесение нового приговора о пожизненном заключении. После всего прозвучавшего в Народном Совете решение об отмене моратория на смертную казнь в Туркмении выглядело бы вполне логичным. Но тут слово берет сам президент. Ну, убьем мы их, и что изменится? Этим людям мало смерти, пусть всю жизнь сидят в заточении и мучаются. Отменять запрет на смертную казнь Туркменистан не может, потому что Туркменистан – цивилизованное государство. Таким образом, люди, признанные виновными, были осуждены не судом, а Народным Советом Туркменистана. Решение Халк Маслихаты о пожизненном заключении абсолютно незаконно по 3 причинам. Во-первых, Халк Маслихаты, Народный Совет, не является судебным органом. Во-вторых, статьи об измене Родине на тот момент не было в Уголовном кодексе Туркменистана. И в-третьих, высшие меры наказания, пожизненное заключение, в Уголовном кодексе Туркменистана не было. Таким образом, мы можем сказать, что по 3 основным моментам был нарушен закон. И это решение Халк Маслихаты, вследствие которого люди более 10 лет находятся в изоляции, незаконно и должно быть отменено. На это направлены, в общем, все наши действия за последние годы. На все мои обращения к президенту Туркменистана никаких ответов не последовало. Причем как во времена правления Сапармурада Ниязова, так и уже при нынешнем президенте. Не было никаких ответов от туркменской стороны и на запросы Министерства иностранных дел Российской Федерации, куда я также обращалась с просьбами о поддержке и защите интересов российского гражданина Бориса Шахмурадова. Я обращалась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, откуда мне приходил ответ о том, что мои претензии направлены в Туркменистан, и что по получении оттуда ответа я буду извещена о содержании этих ответов. Но, естественно, никаких ответов из Туркменистана не последовало. Российская сторона утверждала в своих ответах из Министерства иностранных дел Российской Федерации, чиновники писали мне, что на многочисленные запросы посольства Российской Федерации в Туркменистане, на многочисленные запросы МИД Российской Федерации, туркменская сторона ответов не дает, то есть хранит молчание. Никто из родственников, никто из членов нашей семьи ни разу не получил ни одного вразумительного ответа, что же происходит с заключенным, где он находится, в каких условиях, и вообще жив ли он, и почему туркменские власти скрывают эту информацию. После того, как все мои попытки получить сведения от туркменской стороны, а также с помощью МИД Российской Федерации, вот у меня огромное количество извещений. Я сначала обращалась простыми письмами, потом я поняла, что мне необходимо подтверждение того, что все-таки я куда-то писала, и мои адресаты получали мои письма. Вот у меня целая пачка извещений, почтовых извещений с подтверждением того, что мои письма были в Ашхабаде получены. Но результата это никакого не имело. Я еще бы хотел сказать сегодняшним правителям, и самое главное, самому же Бердымухамедову, что и сегодня не поздно. Вот сейчас уже 10 лет, как произошли эти события. И сегодня не поздно, чтобы вернуться к истине, что же на самом деле было, и оправдать всех наших соратников, которые там сегодня сидят в тюремных застенках Туркменистана. Ничего не известно о их судьбах. Может, многих уже там и в живых нету.
Зачем все это скрывать? Ведь возьмите историю. Никакая диктатура не вечна. Посмотрите, что происходит потом с диктаторами. Вы, если только о себе не думаете, подумайте о своих родственниках. Что происходит с их родственниками? Поэтому я еще раз призываю, все это надо делать не таким путем, каким сегодня идет Туркменистан. Надо идти к демократии. Демократия – это не значит слепо подражать, там, допустим, Западу или еще что-то. С условием, с учетом именно своих национальных обычаев, традиций все это можно делать. Но самое главное, чтобы в стране работал закон. И перед законом, от рядового до президента, все были бы равны. Все бы отвечали перед законом.